Добрый вечер, дорогие телезрители. Я Анна Кириллина. И с этой студии каждый вечер мы будем знакомить с интересными событиями 8-х спортивных игр «Дети Азии». НВК «Саха» в этом году официальные вещатели. Мы с нашими коллегами из Матч ТВ покажем на весь мир и расскажем о каждом событии. А их много. Репортажи моих коллег будут не только со спортивных площадок, но и культурных. Рада вам сообщить, что в рамках игр «Дети Азии» с завтрашнего дня начнется международный якутский кинофестиваль. Культурная программа также будет насыщена концертами и выставками. Внимание! Вчера на стадионе Туймада состоялось торжественное открытие игр. Все, кто смотрел трансляцию и кто был на стадионе, особенно бурно приветствовали команды стран-участников, потому что организаторы встречали каждую команду песней их страны. Это было особенно интересно. Волнительным также был момент, когда на поле с флагом игр «Дети Азии» вышли спортсмены, путь которых в мире большого спорта начинался именно с игр «Дети Азии». Эта почетная миссия досталась чемпионке 5-х игр Туяне Дашидаржиевой, Малик Сакши, чемпионке также 4-х игр Виктория Ан, чемпионке 5-х игр Паннапе Харцуджин, бронзовому призеру 4-х игр «Дети Азии» Юрию Краковецкому и нашему земляку Виктору Лебедеву, чемпиону 3-х игр «Дети Азии». Чемпионка мира, неоднократный призер чемпионата. Герои этой церемонии – титулованные спортсмены с большим количеством наград. И, как я сказала выше, их уже знают в спортивном сообществе. А история игр «Дети Азии» началась в далеком 96-м году. 20 лет тому назад первый президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев издал указ о проведении международных спортивных игр «Дети Азии». Первые игры, которые прошли в 96-м году, сполыхнули мировое спортивное сообщество. И тогда маленькая республика впервые стала хозяйкой события мирового масштаба. Вчера весь стадион замер в молчании, слушая речь первого президента. Человека, который дал возможность тысячам спортсменам проявить себя, показать себя на этой прекрасной спортивной арене. Обращаясь к представителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стран СНГ и субъектов Российской Федерации, просьбой довести до сведения своих руководителей превратить международные спортивные игры «Дети Азии» в регулярные и проводить их один раз в 4 года. В ваших руках республика. Прекрасные и глубокие слова всеми уважаемого нами первого президента Михаила Ефимовича Николаева мотивируют не только юных спортсменов в спортивных достижениях, но и нас всех. Продолжать его начатое дело, поддерживать спортсменов, создавать им всяческие условия, чтобы раскрывались таланты и появлялись новые имена. Ну а наши вечерние эфиры будут радовать вас с этой студии встречами с интересными людьми, гостями Якутии и участниками 8-х игр «Дети Азии». Одним из главных людей игр является главный судья. Знаменательно, что Мирей Акшалов, один из участников 3-х спортивных игр «Дети Азии» по боксу, теперь является главным судьей 8-х спортивных игр. И Мирей Акшалов сегодня гость нашей студии. Мирей, очень рада, поскольку вы у нас первый гость. Добрый вечер. Добрый вечер. Как Спасибо. настроение? Как день прошел? Настроение отличное. Сегодня очень такой насыщенный день был. С утра у нас был 6-й форум
юных олимпийцев туда ходили, там великие спортсмены проходили, вот с детьми поделились своим опытом. Вот хороший день был. На соревнования ездили. Отлично. Мирей, но вы приезжали сюда 16-летним юношей в первый раз, и как поменялся город, какие впечатления, вы уже сейчас в новом статусе в качестве главного судьи, тогда вы приехали соревноваться со всеми, как эти мальчишки и девчонки, которые сейчас борются и дружат друг с другом. Но я был 20 лет назад, тогда мне было 16 лет, я уже тогда, вот как вы сказали, в качестве спортсмена был, тогда, такой амбициозный, с желанием приехал. Это мой, получается, второй выезд за пределы Республики Казахстан был. Вот до этого. Тогда, да, было. Тогда, перед Дети Азии у нас был, выезд на соревнования в Баку был, и второй выезд. Это для меня был, это такой новый, такой большой старт. Это Дети Азии, она как азиатские игры, как олимпийские игры, командные соревнования. Это такое для меня такая маленькая олимпиада была в то время. А вы считаете, что Дети Азии тогда стали для вас вот трамплином, точкой отчета, дверями в большой спорт? Да, это было. Мы в 16-летнем возрасте, я почувствовал, что такое Олимпийские игры. Что такое командные соревнования. Здесь же медальный зачет идет. Уже здесь разница чемпионатов и игр очень большая. Вот я почувствовал вот это, что такое игры. За вашими плечами Олимпийские игры в Пекине. Вы чемпион мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. И вы тот человек, который сейчас принимает решения. Получается, тот человек, который был на поле, да, на ринге, и человек, который сейчас в судействе. Что важно в судействе? Судейство важно, это чтобы было объективное судейство, потому что мы в первую очередь должны понимать, что это дети. Это Дети Азии, вот само название говорит Дети Азии. Здесь дети. Мы не должны, дети не должны в этом разочароваться. Они должны, наоборот, понимать, что есть объективное судейство, что если он проиграл, что в бою, честном бою, он будет понимать, что он проиграл честным бою, что ему надо работать, трудиться дальше, чтобы как у казахов есть такое слово, жас баланы сағын сындырмау, не ломать дух ребенка. Прекрасно. Чтобы мы должны, наоборот, максимально объективны быть, чтобы они после Дети Азии, чтобы достигали больших высот. Мы вот эти сейчас, которые 15-16-летние дети, они через 4-8 лет будут выступать на Олимпийских играх. Вот, чтобы это было для них первые шаги в большой спорт. А в вашей спортивной карьере были ли такие моменты, когда вы внутренне были не согласны с судьей и с решением? Да, было. Но это же спорт, бывает таких много моментов. Главное не сломаться в этом. Если я вам скажу, на Олимпийских играх через 4 года, вот Дети Азии в 2004 году выступал, в 2008 году я участвовал на Олимпийских играх в Пекине. Вот тогда я боксировал второй бой, проиграл, к сожалению, тогда. Тогда я проиграл местному китайцу. Тогда я считаю до сих пор, что я бой не проиграл, я бой выиграл. Как китаец был местный, отдали победу туда. Но предварительной беседе вы также очень хорошо сказали, что в спорте, конечно, есть и выигравшие, и проигравшие. Нужно каждому спортсмену достойно вот это проиграть. И это вот большая работа над собой. И важно вот извлекать урок из каждого поражения. Да, бывает, нужно проигрывать когда-то, в середине, но не на официальных стартах, на таких. Почему? Потому что, как же говорят, победители не судят, говорят. Ты когда все время выигрываешь, а у тебя у любого спортсмена бывают ошибки. На это внимание не обращается. Выиграл, главное,
хоть ошибки были, это закрывается, и вот эти ошибки накапливаются, и она может в нужный такой в старт, когда официальный, который надо выиграть, она может вот это дать о себе знать. Надо, иногда, когда проигрыш, надо просто от нее брать пользу. Вот, когда человек проигрывает, он начинает анализировать, почему я проиграл. Почему, какие ошибки были, он начинает полностью вот это анализ делать, и оттуда выявляются ошибки, и человек уже начинает работать над ошибкой, чтобы в следующий раз вот это не повторилось. А когда человек все время выигрывает, но по-любому бывают какие-то мелкие ошибки, но она остается как за бортом, внимание обращает, незамеченным. А потом, когда вот официальный, который в нужный момент, она может вот это о себе дать знать. И поэтому надо уметь проигрывать и брать пользу от того, что ты проиграл, в лучшую сторону, чтобы ошибки исправить. Наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, так как кто отслеживает ваш спортивный путь, вы человек с большим именем, и тогда на спортивных играх вы не получили медаль. Об этом мы тоже говорили в предварительной беседе. Каково было вот именно ваше ощущение, чувство тогда, что вы не получили этот медаль, и что вы хотите сказать тем ребятам, которые уедут без медалей? Ну, это спорт. Надо тренироваться, готовиться. Я, когда сюда приехал, тоже я такой настроен был на золото. Ну, как спортсмен, любой спортсмен ставит себе самые высшие цели. Я хотел здесь медаль взять. Тогда медали были красивые, там, с бриллиантом. Там, Я так хотел их получить. Но не получилось. Ну, я не сломался. Я сделал выводы и дальше готовился, тренировался. Я через 3 месяца после окончания Дети Азии, через 3 месяца я во Вьетнаме, в Ханой, стал чемпионом Азии среди кадетов. Тогда. Это потом через 4 года попал на Олимпийские игры. Я завоевал лицензию, 19 лет мне было, когда я лицензию завоевал на Олимпийские игры. Вот я хочу детям, которые сейчас здесь участвуют, кто-то проиграет, не все же здесь медали уедут, кто-то проиграет. Главное, не ломайтесь психологически, ставьте цели. У всех есть, в принципе, цели. Любого, который занимается спортом в олимпийских видах, они хотят стать олимпийскими чемпионами. Чтобы этого достичь, надо тренироваться, не ломаться духом, готовиться, идти к этой цели, не покладая рук, тренироваться. Прекрасное напутствие. Но любое спортивное событие, тем более такое масштабное, это не только действительно погоня за спортивными достижениями, но и обретение новых друзей, с кем вы познакомились тогда и поддерживаете ли связи. Да, именно других стран я не могу сказать. То, что мы же боксеры были, мы в основном у нас боксерский круг был. Когда на Дети Азии мы приехали, и уже начали здесь сколько видов, 24 вида. В то время тоже много было видов спорта. И мы там тогда общались, друг за друга ходили, командами болеть. До сих пор есть дзюдоисты, которые я до сих пор поддерживаю отношения, когда мы видимся, созваниваемся. Очень хорошие отношения до сих пор есть, которые... Я уверена, что казахский народ очень гостеприимный, и вы поддерживаете связь с каждым, с кем вы подружились. Что успели увидеть в Якутии? Какие планы еще, кроме спортивных мероприятий? Как приехал, в основном подготовка была к открытию, там генеральная репетиция. Я поуспевал на Ленские столбы съездить. Очень красиво. Я когда приехал, тогда только узнал. Когда в 2004-м что-то, тогда у нас в мыслях другие были, мы дети были, сейчас как взрослые уже начали смотреть. Осознанно, какие достопримечательности есть. Я успел туда съездить. Очень красиво. Погрузились в культуру. Да, попробовали местные блюда? Местные блюда. Как астраган, как... Строганина. Астраганину, жеребятину пробовал, сырую тоже. Понравилось? Да, понравилось. Так, еще в планах есть еще посетить, где лед, как называется? Все достопримечательности. Да, сейчас... Булус? На праздники мы поедем. ИСЭХ, национальный праздник, и, обязательно, да?
как мерзлота, вот это вечная Царство вечной мерзлоты. Вот туда поедем тоже. Ну что ж, предстоит большая программа. Очень хотим, чтобы Якутия предстала на красивом свете, чтобы вы действительно погрузились в нашу культуру и традиции. Благодарим, что нашли время в своем плотном графике прийти сюда, познакомиться с собой, с нашими телезрителями. И надеемся, что если действительно дети Азии стали тогда трамплином к большому спорту, чтобы сейчас уже вот эти игры стали трамплином судействия, поскольку, насколько мне известно, вы как раз-таки в этом начинаете вот свои первые шаги. Да, у нас сейчас главная судейская коллегия, нас там человек 13, это мы полностью, в общем, больше 700 судей из 24 видов спорта, и в каждом спорте есть у себя главный судья и судейские коллеги. Мы как наблюдатели, мы координируем. У нас, если в каком-то виде какой-то спорные моменты появляются, да. И они не могут решить на своем уровне, и подключаемся мы. В рамках правил этого вида спорта мы рассматриваем и принимаем решение, чтобы было объективное решение. Мирей, спасибо большое. Желаем вам отличных дней, спортивных, насыщенных и справедливого судейства. А мы продолжаем. Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя. Руки к небесам в этот радостный день, с гордостью мы поднимаем. Ежедневно все события будут освещать 368 сотрудников нашей компании. Мы работаем со всех 16 площадках, где ежедневно определяются победители, новые звезды, игры «Дети Азии». Наш сплоченный коллектив работает для вас, уважаемые телезрители и любители спорта, которые со вчерашнего дня болеют за каждого спортсмена. Сегодня завершились соревнования по самбо, и прямиком церемонии награждения на наш вечерний эфир пришли представители сборной команды Узбекистана. Я прям даже потрогала медали, они холодные. Церемония была на улице, да? Да, вот. У нас вчера начались соревнования по самбо. У нас первые цветочные награждения прямо в зале были после соревнования. Сегодня медали вручали на Комсомольском площади. Торжественной обстановке. Открыт. Представьтесь, пожалуйста, мои дорогие гости. У меня сидит тренер Шавкат Жураев, да, Вазира Нурилаева, да, и Хайдарбек Уракбаев, да, юные спортсмены. Ну, вопрос, наверное, к тренеру, поскольку ребята у нас не знают, не говорят на русском языке, но очень хотят поделиться с эмоциями, да, с этого события, поскольку действительно вчера и сегодня были напряженные дни. Ну, как тренер, вы довольны своей командой, своими ребятами? Ну, и как я тренер, старший тренер по юношам сборной Узбекистана, у нас завоевано 9 медалей, 2 золотые, 2 серебряные, 9 и 5 бронзовые медали. В принципе, я доволен своим результатом, потому что ребята и девушки сделали максимально и добились вот этим результатом. Вот рядом сидит Хайдарбек, он чемпион весовой категории 53 килограмма, Вазира Нурилаева, чемпион среди девушек 41 килограмм. Оба они боролись отлично. Сильнейшие борцы они выиграли, казахские, вот российские борцы. А сколько лет уже занимаются ребята? Ну, 4 года они занимаются
спортом. Хайдарбек чемпион Узбекистана. 2 раза выиграл чемпионат Узбекистана. Говорили, что придет известный Да. спортсмен. Вот Вазира чемпион Узбекистана, тоже двукратный. И недавно чемпионка Азии стала. Ну вот, Недавно я хотела как раз тоже Казахстан. поздравить. Я спрашиваю за кадром у тренера, какой такой плотный график, да, как учится. И вот сказали, что она даже учится на Ну, отлично. Ну, если хотят человек, все Успевает успеет. И на учебе, и на тренировке, и на соревнованиях все успеет. Самое главное было желание. У них было желание выиграть эти золотые медали, и они выиграли. То, что они, когда они боролись, тренер подскажет им, и они выполнили. А какой настрой, как вы их мотивируете и готовите? Вот сейчас вот гостил главный судья и говорит, очень важно правильно общаться с каждым спортсменом, поскольку действительно ребята должны быть готовы не только к победам, но и к поражениям. Либо вы все-таки настраиваете только на победу? Ну, ребята у нас сборная Узбекистана в разных областях, поэтому каждому надо отдельно сказать, Отдельный подход. отдельный подход, потому что не одинаковые и характером, и другим способом. Поэтому мы с ними легко это выполнили. Они все задачи выполнены на отлично. Хотелось бы услышать эмоции ребят, как вчера было, как они выходили на ковер, как они были готовы к соперникам, изучали ли их, вечером накануне, каковы были волнения. Musobaqaga kechagi nechta olishding? Kimlar bilan qaysi qiyin bo'ldi shularda? 3ta. Qasam boshlama. Final ozroq qiyin. Final очень трудная борьба была у нее. Казахском она и Азии выиграла ее. Это тогда не первая встреча была? Да, вторая встреча, поэтому изучала она тоже ее. Уже знала, Да, трудная схватка была. 2 балла она. 2-0 она выиграла со счетом. Kecha ochilish marosimini qanday bo'ldi? Yaxshi. Odamlar juda ko'p, tomoshabinlar. Ну, таком, они первый раз в стадионе такой народ много было вчера, и там концерты. Для них тоже это удивлялись. Большое событие. Да, Вот как большое раз событие. Да, вот когда как пришли, пили чай и говорили как раз-таки о мероприятии. Вчера мы все вас видели, аплодировали, когда вы заходили на стадион, звучали как раз-таки песни вашей страны. Это, наверное, было очень волнительно, да? Поделитесь эмоциями вчерашнего открытия игр. Что вы увидели и что вам особенно понравилось? Nimasi yoqdi deb. Chiqishlari. Komandalar chiqib kelishlari. Sangachi Haydarbek? Каждая команда отдельно вышли же там, им это трогательно было, говорит. Сборная Узбекистана, когда там объявили же, Да. для них это Да, по телевизору. Да, у вас была такая мощная команда, Да. делегация. Ну, Это большая сколько, 200 делегация. человек или 232 человека у нас делегация. 232, да, в делегации спортсменов и тренера. Да? До этого они видели открытые там Олимпийские игры, азиатские игры по телевизору видели. Здесь реально они смотрели, поэтому удивлены были. И впечатление большое у них. Сразу там домой звонили, сказали, какие здесь. Сразу Да. вечером после открытия. Да, как открытые стали, как там встречали их. Все, они... Как родня отреагировала и Да. что вы рассказали вчера? Ну, про очилиш to'g'risi. Ну, они нам про это говорили, своим родным, там, А вот родителями когда, общались. когда получили медали, кому ты первый позвонил? Yutganingdan keyin kimga aytding birinchi deyapti. Birinchi trenerimga Nurjon aka. Свой первый тренер он этот сообщил, когда он чемпион стал вчера. Какой молодец. Да. Там в Самарканде он олимпийский. У нас центр олимпийский И что подготовки. тренер сказал? Nima dedi тренер? Yaxshi. Tabriklab. Ну, во-первых, поздравил, на него верил тоже тренер. А маме, родителям не позвонил? Ota-onalaringga qildingmi deyapti.
Потом, да, родителям обрадовали. Родители во второй Да. очереди, да? сперва Мама приняли. плакала, может, там слышит об этом. Потому что у них международный соревнование первый у него. Поэтому Ну вот вы в предварительной беседе сказали, что вы уже все отработали, отсоревновались, получили медали и будете отдыхать. Какие у вас планы? ну, у нас вот 2 дня напряженный день был у нас соревнование. Ну, хотим, не хотим, это соревновательный день. Очень трудно для тренера и для спортсменов большой тоже. стресс, Да. Мы закончили, теперь у нас мы делегации 25-го прилетели сюда и обратно вместе улетаем 7 июля. После закрытия соревнования мы улетаем. До этого у нас, ну, здесь организатор, наш волонтер сказал, их программа. Ну, по программе будем отдыхать, смотреть город, культурные программы бывают. Ну, надеемся, что Ну и будет посетите красиво. национальный праздник ХС, Да. насколько мне известно. Ну, потому что я участвовал в 2022 году в Владивостоке на Дети Азии. Там тоже после соревнования такие программы были. Мы были очень довольны. И организаторы организовали все красиво. И сейчас здесь тоже мы видим, как нас встречают, как нас разместят. Все классно. Все довольны? Да, А да. питание? Питание тоже, вот ребята тоже довольны. Они нас спрашивают, какие ваши предложения ваши, чтобы... Чтобы все было вам Да, да. по нраву. Ну, пока все нормально, отлично, питание тоже. Ребята довольны, сыты все. Спасибо большое, что приняли участие. Спасибо, что поделились. Мы стали частью вашей победы. Спасибо большое. И Якутия вся разделяет тоже вашу радость. Привет родителям, тренеру первому. И больших новых достижений. Пусть действительно дети Азии станут окнами, да, в большой мир спорта. И вот в предварительной беседе тоже сейчас она прям скромная рассказала, что хочет быть тренером. Да. И мы, может быть, вот как Акшай сейчас приходил, да, чтобы в перспективе действительно, быть может, станет и судьей или тренером, Да, да, все. который будет работать здесь на играх «Дети Азии». Спасибо большое. А мы продолжаем наш вечерний эфир. Как я и говорила, завтра у нас стартует Международный якутский кинофестиваль. Я рада представить мою гостью. Это советник по GR, продюсер, коллега кинотеатра «Ока» Светлана Сонина. Светлана, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Мне передали то, что вы сегодня прилетели, что успели увидеть, посмотреть, с кем пообщаться, поскольку сказали, график у вас очень плотный, и мы прям еле вас вырвали в эту студию. Я была очень рада приехать к вам. Спасибо за приглашение. Я прилетела утром, да, и я успела пообщаться с коллегами по деловой программе, потому что завтра до открытия фестиваля официального будет очень обширная деловая программа с коллегами из всех регионов, и из Москвы, и с местными коллегами-кинематографистами. Я в ней участвую, мы обсуждаем региональное кино как драйвер развития отечественного кинематографа, потому что именно в Якутске
правильнее, разумнее его обсуждать, потому что, как все знают, я думаю, кто смотрит и слушает нас, ну, вы все знаете, насколько якутское кино – это феномен в российском кинематографе, насколько это уникальное явление, которое вышло на федеральный уровень, и, ну, это просто абсолютно действительно уникальная вещь, и, естественно, мы с радостью поговорим об этом со всеми моими коллегами. И мы тоже поговорим в нашем вечернем эфире, но сначала я бы хотела узнать, фестиваль проходит в рамках игр «Дети Азии». Вы успеете посвятить какие-то спортивные события? Я боюсь, что нет, скорее всего, потому что я буду вынуждена улететь в воскресенье утром, а завтра и в субботу будет довольно напряженно. Только в рамках фестиваля? Да, да. Но я с большим интересом, в принципе, за этим слежу, за этим прекрасным событием. Я считаю, что это огромное мероприятие. То, что оно международное, то, что оно проходит именно здесь, это просто потрясающе. То, как Якутия выступает одновременно и международным фестивалем, и международными спортивными играми, это также абсолютно уникально, как уникален весь регион. Здорово. Я заочно познакомилась с вами, прочитала очень много интервью, ваши выступления. Вы, оказывается, очень много участвуете на различных площадках, даете мастер-классы, форумах. И мне было интересно узнать о том, что в одном интервью вы говорите, что кино – это больше, чем развлечение с попкорном. Я совершенно с вами согласна. Кино должно развлекать или все-таки воспитывать? И как вы отбираете вот свой онлайн-кинотеатр, фильмы, по каким критериям? Это сложный вопрос, потому что кино – это одна из тех областей, которые находятся на стыке искусства и развлечения. Поэтому неправильно было бы говорить, что мы хотим только развлекать или мы хотим только развивать. Например, мы производим контент для того, чтобы обучать людей, рассказывать им о чем-то важном. Да, мы это делаем, но мы понимаем, что это нужно делать только в рамках концепции развлечения, потому что именно это наша задача – поддерживать, развлекать людей и в рамках вот этого веселого, прекрасного, то, что мы им показываем, то, что их привлекает, доносить им те смыслы, те важные жизненные вещи, которые являются для нас важными. И, конечно, когда мы отбираем для онлайн-кинотеатра контент, который мы покупаем и производим, естественно, мы смотрим в том числе и в первую очередь на это. В онлайн-кинотеатре ОККО с точки зрения покупного контента, то, что мы покупаем, представлено все, что есть. То есть у нас самая широкая библиотека контентная в российских сервисах. С точки зрения производства нашего оригинального контента, то, что мы именно производим, как продюсируем, финансируем, и то, на что мы делаем ставку в нашем показе, здесь мы еще более глубоко подходим, потому что здесь, конечно же, так как это каждый проект является событием, каждый наш сериал является очень большим событием для всей страны, для всей нашей аудитории, в каждом из наших сериалов есть глубокие смыслы. Даже если он очень легкий, даже если это чистый entertainment, как говорят, развлечение, все равно внутри то, что делает нас и нашу аудиторию лучше. Это наша работа, это наша забота. Вы говорите, отсматриваете практически каждый контент. На ОККО есть очень много якутских фильмов. Какие якутские фильмы вы успели посмотреть? Это правда. На ОККО есть отдельная линейка, отдельная подборка якутских фильмов. Мы очень за ними следим, мы никогда не пропускаем. И, конечно же, их очень хорошо смотрят. Я хочу сказать, что наша аудитория, она ждет. Это не только фестивальное кино. Да, есть мнение, что якутское кино, так же, как многое другое, региональный кинематограф, это фестивальная история. Это не так. Широкая аудитория также знает это и также любит и ждет. Я думаю, что я, так же, как там мои коллеги, мы знакомы со всеми крупными, классными вещами кино, которые производят ваши коллеги, местные наши коллеги по кино. И это все очень интересно, самобытно и прекрасно. И самое главное, это почему это популярно? Это популярно среди всей России, потому что якутские кинематографисты, как любой хороший кинематографист, говорят об
общих ценностях. То есть даже если здесь есть специфика региональная, интересная, красивая, этно, все равно это общие ценности, которые волнуют всех. Именно поэтому якутское кино настолько популярно. Но я заметила, вот прям посмотрела перед нашим интервью, есть очень много тоже казахских фильмов, да, и много якутского кино. Если, ну, допустим, у нас, вы сами сказали, да, что якутское кино действительно уникальное, да, и очень много авторов, которые снимают очень быстро фильм и хотят, возможно, масштабироваться. Вот как им пробиться, как им найти вот этот канал и появиться на онлайн-кинотеатрах? Мне кажется, сейчас у якутских кинопроизводителей, у них прекрасная ситуация для этого, потому что правительство Якутии, правительство Республики Саха очень поддерживает кинокластер. Это всегда имеет огромное значение. С коллегами из других регионов мы это тоже обсуждаем. И всегда там, где сильные кинокомиссии, там, где правительству области это важно, везде кинематографисты получают большую поддержку. И здесь я вижу то же самое происходит. Я не первый раз прилетела в Якутск. Я была здесь на цифровом Алмазе, где мы тоже обсуждали очень много связанного с кино. И мне кажется, что вот эта поддержка, она играет очень большую роль. Конечно же, один из путей — это те же самые фестивали, потому что на всех фестивалях сидят отборщики, мои коллеги-продюсеры всех платформ, и онлайн-кинотеатра ОКО в первую очередь. И мы очень активно следим за питчингами дебютантов, за региональными питчингами, за фестивалями, и опять же, питчингами, мастер-классами, школами регионального кино. Именно для того, чтобы не пропустить никого из молодых, из тех, кто делает свои первые работы, но мы сразу видим, что они там потрясающие и очень перспективные. Поэтому на самом деле сейчас есть огромное количество возможностей. Сейчас есть много государственных институций, которые в этом помогают. Есть Институт развития интернета, который финансирует как дебюты, так и молодежный контент, и большие полноценные сериальные проекты. И с ними очень хорошо работать как раз начинающим кинематографистам. Есть Таврида и производная от Таврида, Артмастерс, Таврида Арт. Мне кажется, что это очень важная вещь, потому что, опять же, на них на всех мы присутствуем. Мы входим, я вхожу в конкурсный комитет Института развития интернета, мы смотрим всех ребят, которые учатся на Тавриде, на Артмастерсе и в прочих местах. Вот. Я бы порекомендовала всем начинающим молодым кинематографистам обязательно обращать на это внимание, на все федеральные образовательные подобные программы. Ну, стать максимально заметными, наверное, да? Да. Чтобы помочь себе масштабированию. Да, конечно, потому что на всех этих программах происходит потрясающий нетворкинг, знакомство со всеми продюсерами, со всей индустрией, как представителями телеканалов, так и представителями онлайн-платформ, и независимыми продюсерами. Поэтому, мне кажется, это максимально важно. Потому что проблема существует, есть очень много талантов, а нет людей, которые помогают этим талантам раскрыться, помогают в продвижении. Опять же, вот я вижу, что в Якутии ситуация с этим лучше, чем во многих регионах. Вот есть креативный кластер, где, опять же, с резидентам, я знаю, очень сильно помогают. Я сама познакомилась с несколькими анимационными проектами, которые тоже очень интересны. Это очень самобытная, интересная анимация, причем самобытная в хорошем смысле. Это не то, что говорят какие-то арт-вещи, которые не воспринимаются широкой аудиторией, а это именно потрясающего международного уровня анимационные проекты, которые дополнительно интересны тем, что у них есть своя специфика. И я вижу действительно, насколько тот же самый арт-кластер, креативный кластер, он помогает в том же самом нетворкинге, в связях между разными молодыми командами, что тоже очень важно. Вы курируете детско-юношеское кино. Да. Также, да? Поэтому не случайно вы затронули анимацию. В начале этого года я принимала участие тоже на форуме контента, да, и разбирали и анимацию, и детское кино, и очень многие измерители, которые оценивают и изучают целевую аудиторию, именно детей, да, определили, что у детей боли, страхи, интересы, да, и, соответственно, исходя из этих, делается контент. Вот на что сейчас нужно делать упор при производстве детского контента?
Если мы говорим про анимационный контент, Да. то, конечно, самым популярным сегментом является так называемый прескул. То есть это контент для детей, которые еще не пошли в школу, либо учатся в самых младших классах. Все популярные, если мы возьмем там все любые популярные мультики, в том числе Союз мультфильм, который является нашим партнером, конечно же, они работают с детьми в этом направлении, потому что когда дети начинают взрослеть, им меньше становится интересна анимация, они больше переходят в смотрение социальных сетей, блогов, потом смотрение там, подросткового, молодежного контента. Конечно, когда о чем думает производитель, о чем ему нужно думать в тот момент, когда они создают анимационный контент? Во-первых, это те самые смыслы, с которых мы с вами начали, потому что делать для детей мультики, которые несут какие-то негативные вещи, ну, помимо того, что это аморально, и, естественно, никто из киносообщества это не поддержит, это сразу же увидят все дистрибьюторы, все платформы, родители. И, конечно, такой контент в первую очередь не будет даже популярным. Никто не даст смотреть его своим детям. Поэтому, конечно же, все обучающие, развивающие правильные смыслы должны быть туда заложены. А второе – это визуальная составляющая. Современные дети, в отличие от нас в их возрасте, они очень насмотренные. Они очень насмотренные, причем современного, очень яркого, очень разнообразного контента. Поэтому очень важно создавать мультики, анимационную продукцию вот в современной стилистике. Понятно, что есть экспериментальные вещи, есть кукольная анимация до сих пор, есть очень интересные там, студии. Там, опять же, тот же самый Союз мультфильм, у них есть экспериментальная лаборатория. Союз мультфильм сейчас очень хорошо работает. Да, да. Есть там еще всякие интересные направления, но надо понимать, что это эксперименты. И если мы говорим про работу на широкую аудиторию, чтобы завоевать доверие детей и родителей, конечно же, нужно смотреть на современные тренды. И опять же, то, что я говорила про якутские анимационные студии, с которыми я знакома. Например, студия «Тундра». Да, «Тундра», конечно же, потрясающие ребята. Они как раз это понимают. То есть у них действительно, я смотрю на то, что они делают, и я понимаю, что они не остались там в 15-летней давности, они понимают то, что нужно детям сейчас и как это должно выглядеть. И какая у вас миссия на фестивале? Ну вот у вас сейчас будут творческие встречи, и вы как раз-таки выступаете, да, на какую тему? В деловой программе, где мы обсуждаем региональное кино как драйвер развития российского кинематографа. Я, во-первых, действительно проведу какое-то количество встреч. Я с радостью опять пообщаюсь с коллегами из «Экстра Синема». Вы знаете прекрасно этот проект, да, ваш якутский по кинофикации России малых городов. Мы очень надеемся, что все это внедрится. Да, да, мы также мы очень любим и поддерживаем ребят. Опять же, вместе с ними мы участвовали как могли в их пилотном проекте. Опять же, наш любимый Союз мультфильм. Мы поделились анимационным контентом на Новый год для того, чтобы в рамках вот пилотных своих показов коллеги могли их показать детям. Светлана, спасибо большое, что нашли время и поделились своими мыслями о кино, о якутском кино. Желаем вам отличного пребывания у нас в республике. Как я уже узнала, не в первый раз, оказывается, но чтобы каждый ваш приезд вы издавали что-то новое и интересное, и действительно помогали развиваться якутскому кино. А мы, дорогие телезрители, с вами прощаемся. С вами была я, Анна Кириллина. Завтра встретимся ровно 20:45. И прямо сейчас, после этого вечернего эфира, смотрите дневники игр, 8-х спортивных игр «Дети Азии». Мои коллеги расскажут яркие события. Вы можете смотреть наши игры на наших каналах, на наших онлайн-ресурсах.